Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите поделиться с вами нашим небольшим опытом организации дистанционного обучения в общеобразовательной школе номер 5 города Аксая, Западно-Казахстанской области. Ранее в дистанционном формате уроки мы не проводили, поэтому на подготовительном этапе начали с изучения основных нормативных документов, рекомендаций, провели мониторинг имеющихся цифровых ресурсов и возможностей у наших учителей и учащихся. Это позволило нам разработать наиболее оптимальную модель организации учебного образовательного процесса. За короткий промежуток времени многие учителя и ученики узнали о различных возможностях своих смартфонов и компьютеров. Учителя, не имеющие компьютеры, были ими обеспечены. Всем педагогическим коллективам зарегистрировались на образовательной платформе Bilimland. Учителя начальных классов освоили образовательную платформу Classroom. Еще до начала занятий в WhatsApp были сформированы группы классов по предметам. И еще, что является немаловажным моментом, наши учителя стали очень активно обмениваться новой информацией по владению компьютерной грамотностью. Перед началом учебных занятий 4-й четверти были проведены родительские собрания, классные часы, на которых мы информировали родителей и учащихся о том, как будет проходить учебный процесс, познакомились с рекомендациями по организации обучения в дистанционном формате, составили гибкий график расписания, определили длительность учебных занятий, формы предоставления обратной связи. Мы хорошо понимали, что занятия в дистанционном формате требовали большой отдачи всех участников образовательного процесса. И учителя, и дети чувствовали поддержку со стороны родителей. Если возникали какие-то проблемы или вопросы, мы старались во всем разобраться и принять правильное решение. Немаловажным моментом стала и правильная организация рабочего времени ребенка, учеников. Поэтому классные руководители помогли родителям и ребятам составить режим дня. Обратная связь осуществлялась на обязательном ознакомлении ученика с результатами своих работ, комментарием учителя, индивидуальными консультациями. Ребята, родители звонили учителям, если испытывали затруднения в изучении учебного материала. Особое внимание старались уделять детям с особыми образовательными потребностями. Понимая, что смартфон и компьютер несут не только пользу в обучении, но могут принести и вред здоровью, мы напоминали ребятам правила безопасной работы за компьютером. О том, что необходимо в течение дня выполнять несложные физические упражнения. Учебный год завершен. Мы приобрели определенный опыт работы в данном формате. Освоенные компьютерные технологии позволят нам еще качественнее проводить уроки в обычном формате. Хочется выразить огромную благодарность нашим учителям, ученикам, родителям за огромный труд, который они проделали, и пожелать всем крепкого здоровья.